Это программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Региональный проект «Моя первая профессия» направлен на повышение конкурентных преимуществ обучающихся старших классов, также их образовательного и профессионального потенциала. Проект разработан в соответствии с указом главы республики от 30 декабря 2023 года о развитии единой системы образования Республики Саха-Якутия до 2030 года. О реализации данного проекта мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Владислав Хабаров, директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия. Владислав Гаврилович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про сам проект «Моя первая профессия». С какого класса школьники могут принять в нем участие? В 2023 году вышел указ нашего Илдархана Исена Сергеевича Николаева о развитии единой системы образования. На самом деле, внутри этого указа 23 стратегических проекта, которые развивают нашу систему образования, направленные для школьников, студентов, взрослого населения, все, что связано с образованием. И вот одним из 23 этих проектов и одним из 3, которые мы представили Сергею Сергеевичу Кравцову, министру просвещения, когда он был в Якутии, является вот наш флагманский проект «Моя первая профессия». Это проект, направленный на школьников 10-11 классов, когда они, обучаясь в школе, могут получить первую профессию, трудоустроиться и обеспечить свою летнюю занятость, пройти профориентацию. В общем, получить путевку в жизнь, уже находясь условно в общеобразовательной организации. Это вот только 10 и 11 класс? Да, 10 и 11 класс. А как вообще осуществляется процесс выдачи образовательных таких вот сертификатов участников проекта? Как в 2023 году, как только вышел указ, в 2024 году мы начали работу. Наш Центр опережающей профподготовки был выбран оператором региональным этого проекта. Нами разработана цифровая платформа, где генерируется цифровой образовательный сертификат для каждого старшеклассника желающего. И он тем самым с этим цифровым образовательным сертификатом подает заявку в образовательные организации, которые прошли отбор. То есть здесь мы перед началом проекта выбрали еще образовательные организации, которые могут принять в этом участие, которые могут обучать наших школьников. Это в основном техникумы, колледжи, есть и частные образовательные организации, у которых есть соответствующая материально-техническая база, преподаватели, опыт реализации этих проектов и образовательных программ. В общем, и через цифровую платформу с использованием современных технологий наши школьники получают первую профессию. А, как правило, сколько это учебных заведений принимают участие? В 2024 году около 50 образовательных организаций приняли участие в отборе, прошли. И в этом году тоже мы объявили отбор, и сейчас ждем заявок от образовательных организаций. А есть уже известны какие-то, не знаю, результаты? Сколько уже подало? Пока по школьникам мы пока не начали, потому что учебный год не начался, активная фаза, вот как только в сентябре начнется активная фаза. А сейчас мы на данный момент вместе с Государственным комитетом занятости населения и Министерством образования и науки выбрали направления, актуальные на этот год. А каковы результаты проекта на данный момент? Всего за 24-25 учебный год приняло участие 1200 школьников. Да? 1200 школьников по всей республике получили первую профессию по 47 направлениям подготовки. Это вот по всей Якутии? Это по всей Якутии. А какие районы наиболее активно принимают участие в проекте обычно, по результатам прошлого года, если смотреть? Сразу надо сказать, что в этом году нами выбраны муниципальные районы, сельские районы. Проект «Моя первая профессия» был распространен в первый пилотный год на сельские районы. Да? Населенные пункты численностью не более 20 тысяч человек. И вот мы подводили итоги, и вот, допустим, Жиганский улус, он сейчас занимает лидирующее место по охвату школьников. Они охватили около 40% всех старшеклассников района. Это почти половина старшеклассников, которые получили первую профессию благодаря этому проекту. Ну и там есть и горные, очень много и Мегино-Кангалатских центральных районов, ну и северный, Анабарский районы очень активно в этом участвуют. Улусы, управление образования, которые с нами работают, понимают, что это, во-первых, бесплатная возможность для школьника получить профессию. Сейчас же эта образовательная услуга, профессиональное обучение до начала этого проекта было платно. А сейчас, благодаря указу нашего главы, поддержке системы образования, сейчас школьник
получает образовательный сертификат стоимостью 20 тысяч рублей и имеет возможность получить профессию бесплатно. Мгм. А какие вот профессии можно освоить в рамках проекта? Вот в прошлом учебном году нами было выбрано 47 направлений подготовки. Так как это субсидируется республикой, полностью оплачивается республиканским бюджетом, поэтому наше право выбрать те направления, которые актуальны для нашей республики. Это, конечно же, направление подготовки по промышленности, промышленность, сварка, там, стропольщики, вот именно вот те направления, которые сейчас очень актуальны для промышленности, горнорабочие, например. Вот IT-направление и креативка, они тоже очень востребованы для нашей республики. Медицинские профессии тоже очень нужны. Ну и по педагогике, например, вожатые тоже очень нужны. Ну а по результатам все-таки школьники сами выбирают эти профессии. Да? Вот, на цифровой платформе, как только получили сертификат, они сами выбирают направление подготовки. По выбору наших школьников одним из самых популярных являются это оператор беспилотных авиационных систем, это косметологи, да, девушки у нас выбирают эстетик-косметист, вот такие направления подготовки. Ну и у нас есть еще интернет-маркетинг, тоже очень популярное сейчас направление. А вот сколько по времени они занимаются и куда потом с этим сертификатом смогут пойти? Да, ну, у нас разные направления. Есть от 72 часов, то есть 72 часа это где-то 3 недели, может быть. Ну, а есть направления подготовки, которые занимают там 3-4 месяца. То есть, так как учебный год и дети 10-11 классов обучаются в это время в школе, нашими техникумами, колледжами выстраиваются вот такие графики, расписания, чтобы не сильно их загружать во время учебы, да. И поэтому некоторые наши профессии, обучение профессии длятся целый учебный год. И как вот работает подача сертификатов? То есть они с этими сертификатами потом могут в учебное заведение пойти? Это как балл или как бонус идет? Ну, нет, на самом деле это совсем... Есть, вот, допустим, система среднего профессионального образования. Ты можешь профессию получить за 3-4 года, можешь пойти в вуз и профессию получить тоже за очень много лет. Ну, а есть краткосрочные программы обучения, где ты получаешь только практику, очень мало теории, и ты можешь получить профессию и выйти на рынок труда, уже работать по своей полученной профессии. Ну, очень удобно. Удобно. Как вообще помогают учащимся с выбором профессии? Да, вот в рамках этого проекта также заложена профориентация. Мы же понимаем, что ребенок, возможно, да, старшеклассник 10-11 классов, не совсем понимает, что это, какая профессия его ждет и что вообще он выберет. Поэтому мы заложили и профориентацию. Они проходят тестирование, они проходят разные профессиональные пробы, пробуют профессию руками, прежде чем приступить к обучению. То есть мы заложили в этом проекте и тестирование, и индивидуальное тестирование, и по результатам которого мы ему и рекомендуем, какие профессии ему подходят. А как вот, собственно, это проходит само обучение? Очно, заочно? Есть разные, но вот наше требование, чтобы наши техникумы, колледжи и частные образовательные центры, которые прошли отбор, выезжали на место обучения. Во-первых, почему мы в первый год выбрали сельские районы? В сельских районах обычно, чтобы профобучение получить, бывает трудновато, да? Там выбора не так уж много. А в городах нашей республики все-таки образовательных центров очень много, которые предлагают профобучение, какие-то обучения компетенции. И поэтому в сельских районах сейчас вот такой, можно сказать, бум, когда наши колледжи, техникумы выезжают, обучают группами. Теорию иногда они проходят дистанционно, иногда очно. Ну а практика — это одно из наших требований, чтобы практика была непосредственно на местах. Чтобы либо школьники приезжают в Якутск, где есть образовательные центры во время каникул, например, либо наши образовательные центры выезжают уже непосредственно в районы и там на местах обучают. Например, вот Якутский медколледж обучал на базе больниц, которые есть, практику обучал на базе больниц, которые есть в сельских районах. А есть ли какие-то-нибудь, может быть, интересные примеры активных ребят, которые проявили себя? Мы в январе собирали наших слушателей, которые прошли это около 600 наших школьников, отзывы, что они планируют делать. В Чорапче был очень хороший пример. Школьница там открыла свое собственное дело, можно так сказать. Она своих одноклассниц
она получила вот, по косметологии профессию и уже там проводила некоторые процедуры для своих одноклассниц. Есть еще примеры вот летней занятости, да, вот у нас половина, где-то 40% школьников, которые прошли, уже обеспечивают себе летнюю занятость, работают, если получили, допустим, профессию по сфере услуг официанта, работают официантами. Вот, очень много таких хороших примеров, когда профессию, которую они получили в рамках этого проекта, действительно им помогает. Ну и еще меня радует то, что вот, половина этих детей, тоже 30% где-то, они пойдут по профилю выбранной профессии. То есть они получили профессию по промышленной отрасли и идут, допустим, в вуз по инженерному направлению. Это тоже нас очень радует. Каковы вот вообще планы по развитию проекта на будущее? Вообще, ну, указ о развитии образования у нас действует до 30 года. У нас есть четкие индикаторы, и до 30 года мы должны охватить этим проектом всех старшеклассников нашей республики. Но первый год мы охватили 1200, сейчас будем каждый год увеличивать. И наша мечта, чтобы к 30 году каждый старшеклассник нашей республики имел уже профессию. Даже если он поступает в колледж, даже если он поступает в вуз, у него была бы гарантия, чтобы чтобы у него была профессия. Да, уже профессия, поступая даже в вуз или он может после школы сразу трудоустроиться. Для наших школьников, для школьников нашей республики это будет конкурентное преимущество перед другими регионами. То есть, когда он будет трудоустраиваться после вуза или после колледжа, у него будет еще вторая профессия в кармане. И для тех, кто набирает на работу, наш школьник нашего региона будет иметь конкурентное преимущество. Владислав Гаврилович, спасибо, что сегодня к нам пришли, рассказали такую подробную информацию. Спасибо за приглашение. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.